И вот что говорят о переносе массовых праздничных мероприятий на следующий год известные общественники и медики. Главный врач Кайгородской районной больницы Вадим Мечетин в интервью корреспонденту Юргана отметил, что в первую очередь нужно думать не о себе, а об окружающих. Прежде всего, о пожилых. Людей жалко, и те, кто говорят, что да, давайте открывать все праздничные мероприятия, они не думают о том, что после этого количество заболевших вырастет, и люди будут погибшие именно в связи с этим. С тем, что кто-то проконтактировал, заболел, привез бабушки, дедушки в деревню заболевание, как чаще всего так и бывает. Вот, то есть пожилые люди заражаются от своих детей и внуков, вот, и погибают. В Кайгородском районе на лечении 50 человек. Для муниципалитета, по словам Вадима Мечетина, показатель высокий. В небольших населенных пунктах к вопросу вакцинации подходят серьезно. Так, в поселке Сёле Пудорского района привилось больше половины жителей. Об этом рассказал фельдшер местного ФАПа Анатолий Бушенев. Но, несмотря на это, с массовыми гуляниями лучше повременить. Потому что такая ситуация, мне вот в деревне и то несколько человек болеет. Правда, сейчас уже выздоровели. Вот последний, завтра забираю ПЦР последний, вот, и пока спокойно. А так, конечно, было у нас тоже. В районе у нас тоже неспокойно. Добавлю, решением оперштаба по коронавирусу на будущий год перенесли только самые массовые праздничные мероприятия. Остальные, разрешенные указом главы о повышенной готовности, пройдут по плану с соблюдением санитарных норм. Среди них Всероссийская научно-практическая конференция в Сыктывкаре, открытие в столичном Кировском парке памятника первому руководителю региона Ивану Морозову, после гастрольный тур хора имени Пятницкого. Артисты выступят на сценах Воркуты, Инты, Усинска, Печоры и Ухты. В сентябре районные дома культуры посетят Елена Василек и группа «Ярмарка». Тогда же по отдельной программе выступят театральные и творческие коллективы Коми.